За счастливые годы нашего детства мы успели у него многому научиться, и нам так хочется, чтобы в нас, как под копирочку, отпечатались все черты характера, которые мы так любим в нем. С дедушкой связаны самые теплые и добрые воспоминания, в которые мы так часто любим мысленно возвращаться. Наш дедушка был очень добрым и отзывчивым человеком. Он всем помогал, да и сам не боялся просить помощи у других. Поэтому его всегда окружали замечательные люди и друзья. Он всегда учил нас думать, прежде чем говорить и обещать. О том, что дедушка был председателем кочевого совета, мы узнали в 5 классе. Айталы, наша сестра, заняла первое место в конкурсе сочинений про дедушку. Сочинение было напечатано в газете «Белем-Бол». Родился Егор Иванович в Вилюйском районе. Переехал в Оленёкский район, поселок Желенда. Сам по законам тундры выбрал себе жену, с которой родили 2 детей – сына и дочь. После смерти жены детей воспитывал один. Научил их относиться друг к другу уважительно. Они никогда не ссорились, всегда помогали друг другу. Грамоте научился в читальных избах. Своей дочери-студентке Анне он часто писал письма, где рассказывал новости поселка, об учебе сына, о родне. Сына Алексея учил законам охоты. Говорил, что нельзя убивать больше того, что необходимо тебе. С охоты с пустыми руками не возвращался. Про таких говорят «Баэнайдахтар», а добычу всегда нематтыра. Добыв зверя, раздавал мясо родственникам. Считалось, что дающий охотник на охоте всегда будет иметь удачу. Мудрые советы дедушки отец передал и нам. Почитать и уважать источники, бережно относиться к природе, не убивать лебедя, орла, сову, не разорять гнезда птиц и даже не ругать словами зверя. Он говорил, что в лесу человек в костях у хозяина. Не будет оленей, не будет охоты, исчезнут люди. Так говорил он. Дед был умным, талантливым. Сам лечил своих оленей, собак. Относился к ним как к людям. Его ездовые олени отличались спокойным характером. Как все оленеводы и охотники, был опытным следопытом. Умел находить отколовшихся от стада оленей. Прекрасно знал повадки зверей, птиц, знал природу, ее климат, реки, озера. Узнавал это не из книг, а по собственным наблюдениям. Зверей легко и просто распознавал по их почерку. Дочь Анна Егоровна окончила школу с похвальным листом, училась в техникуме, получила специальность бухгалтера. Трудовую деятельность начала со счетовода колхоза имени Сталина и до выхода на пенсию работала главным бухгалтером сельсовета села Желенда. Активный участник общественной жизни Наслега, наставник молодежи, член Долгано-Вянкийского фольклорного ансамбля «Арык», первый внук Егора Ивановича Егор Васильевич, дочь Иванова Алена Васильевна. Егор Васильевич имеет 4 детей и 10 внуков. Марианна окончила финансово-экономический колледж имени Ивана Ивановича Фадеева, бухгалтер. Клавдия окончила Нерюнгринский медколледж, работает в онкодиспансере медсестрой. Мира окончила Калмыцкий государственный университет. Работает воспитателем детского сада номер 4 «Березка» в Сунтарском улусе в селе Сунтар. Василий окончил автодорожный колледж, работает водителем ГОП ЖКХ. Алена Васильевна – выпускница сельхозтехникума. Сын Алексей Егорович родился 11 апреля 1943 года в селе Желенда Оленёкского района Якутской АССР. Успешно окончил Иркутский пушно-меховой техникум по специальности охотовед. Работал охотоведом, кадровым охотником в Оленёкском совхозе. Со своей супругой Марфой Васильевной воспитали дочерей и внуков, которым передали все свое жизнелюбие, честность и преданность. Марфа Васильевна Семенова – дочь легендарного якутского богатыря Семенова Василия Дмитриевича, Кюстях-Багы. Родилась она в селе Улханан Орджоникидзевского района.
В 1964 году окончила Вилюйское педагогическое училище и по распределению приехала в Оленегский район. Работала учителем, завучем, директором Жлендинской и Харьялахской школах. За период работы учителем русского языка она разработала свою методику обучения и воспитания детей. Воспитала несколько поколений села Харьялах, была наставником молодых учителей, студентов. По ее инициативе на базе Харьялахской школы была организована экспериментальная площадка по обучению эвенкийского языка и воспитанию детей на народных традициях. Активный организатор женского движения села Харьялах, делегат 10-го съезда женщин Якутии, делегат 9-го съезда учителей Республики Саха-Якутия, участник первого форума учителей русского языка и литературы Республики Саха-Якутия, отличник народного просвещения, обладатель знака «Учитель учителей Республики Саха-Якутия», заслуженный учитель Республики Саха-Якутия. Она по праву гордилась бы своими дочерьми, которые успешно работают педагогами. Старшая дочь Туяра Алексеевна – преподаватель русского языка и литературы в Виикской средней школе, учитель высшей категории, отличник образования Республики Саха-Якутия. Она одна из опытных, талантливых педагогов Оленегского района. Туяра Алексеевна ряд лет была заместителем директора по учебной части, творчески руководила работой метод объединения учителей гуманитарного цикла. Сыновья живут и работают в городе Якутске. Старший Алексей Николаевич – выпускник Московского государственного горного университета, научно-исследовательского технологического университета, Московский институт стали и сплавов, работает ведущим инженером ООО «Газпром» Добыча-Ноябрьск. Василий и Сардана Павловы – выпускники Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, физико-технического института, инженеры. У них растет дочь Кюней. Айталы Алексеевна – начальник Аймеконского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения УФСИН России по Республике Саха-Якутия, подполковник внутренней службы. Старшая дочь Айгалана – выпускница финансового техникума, живет и работает в городе Якутске, риэлтор Центра недвижимости «Приоритет». Сын Аял – творческий человек, прекрасно рисует, пишет акварелью, гуашью, мастер тату, да и в спорте имеет успехи, играет в мини-футбол. Айгына – выпускница медицинского колледжа, успешно работает рентген-лаборантом в Нижнеколымской больнице. Анна Алексеевна – сурдопедагог первой категории, работает в Республиканской специальной коррекционной школе-интернате. Руководитель кружка «Город мастеров», пробуждает в каждом ребенке способности и талант художника, творца, созидателя. Дочь Анастасия окончила СВФУ имени Максима Кировича Амосова, имеет 2 высших образования – горный инженер и специалист по охране труда. Работает в АК «Алруса» ПАО в горно-транспортном комплексе «Распределители». Светлана Алексеевна окончила исторический факультет СВФУ, работает учителем истории и обществознания первой категории. Ее ученики – победители олимпиад по истории и обществознании муниципального и республиканского уровней. Победитель гранта главы Аймеконского района, самый классный руководитель 2019 года. Сын Эрхан – студент 2-го курса Алданского медицинского колледжа.